Привет, я олененок Олли, символ смарт-библиотеки. Сегодня в рубрике «Четыре лапы, один хвост» о животных улусов Якутии расскажу об абыйском улусе. Это герб абыйского улуса. Изображение лошади и серьги олицетворяет атрибуты, связанные с мотивами национального фольклора, обычаев, древних верований народа Саха. Количество носителей на серьге – 7, обозначает количество населенных пунктов муниципального образования. Северный олень, обладающий величественностью, гордостью, упорством и силой, символизирует суровый климат абыйского улуса, жители которого с давних времен занимались традиционной отраслью севера – оленеводством. По верованиям народа Саха, лебедь – священная птица, символизирующая красоту, верность, невинность. Улус расположен за полярным кругом. Зимой продолжительное время стоит полярная ночь. Через территорию улуса протекает судоходная река Индигирка длиной 1726 километров, впадающая в Восточно-Сибирское море. На территории улуса выявлены крупные запасы каменного угля, краснореченское месторождение. Имеются также месторождения золота и олова по Селеняху, Уяндине, Индигирке. На юге Андрейтас и Лентас встречается горный хрусталь. Основной отраслью экономики улуса является сельское хозяйство, животноводство, коневодство, оленеводство, рыболовство и пушной промысел. В лучшие годы охотники добывали свыше 1000 особей и десятки тысяч андатр, горностая и другой ценной пушнины. В улусе около 15 тысяч озер. В водоемах водится 35 видов рыб, 15 из них имеют промысловое значение. Омуль – промысловая рыба рода сигов, семейства лососевых. Длина до 64 сантиметров, весит до 3 килограммов. Нельма – рыба семейства лососевых, подвид белорыбицы. Длина до 1 метра, 30 сантиметров, массой до 50 килограммов. Чир – пресноводная рыба из рода сигов. Размером достигает 0,8 метров, весом 16 килограммов, хотя в среднем весит 2-4 килограмма. Щука – рыба семейства щуковых. Длина до 1,5 метров, масса до 35 килограммов. Пелядь или сырок – озерно-речная рыба, род сигов. Длина тела до 55 сантиметров, весит до 5 килограммов. Карась. Средний вес карася составляет 200-300 граммов. Однако в некоторых случаях рыба может достигать веса в 1 килограмм и более. Длина тела не превышает при этом 40-50 сантиметров. Животный мир абыйского улуса разнообразен. Сотни пернатых, около 70 видов млекопитающих. Животные и рыбы абыйского улуса, занесенные в Красную книгу Якутии. Орлан-белохвост – очень крупная хищная птица. Размер крыльев может достигать до 3 метров. Гнездо, размер которого достигает до 1,8 метров в поперечнике и 2 метра в высоту, строят на крупных сучьях лиственницы в скальных и земляных обрывах. Сапсан – гнездящийся вид. Гнездовая область охватывает всю территорию континентальной Якутии. Гнезда устраивает прямо на грунте, в нишах скальных обнажений, обрывистых берегов озер и рек и по склонам. В тундре на вершине Байжарахов. Беркут обитает по всей лесной и лесотундровой части Якутии, но встречается крайне спорадично. При обилии корма остается на зиму. Большие гнезда до 1,5 метра высотой и 2 метра в диаметре устраивает на деревьях и скалах. В Красной книге Якутии отмечен как вымирающий вид. Кречет – спорадично встречающийся в Арктике и субарктике вид. Гнездится в северной части Якутии от тундры до северной тайги. При наличии корма часть птиц остается на зимовку. В Красной книге Якутии отмечен как вид на грани исчезновения. Американская синьга – перелетный вид. Населяет подзоны северной тайги Колыма и Индигирского междуречья, проникая в кустарничковую тундру и устья рек. Населяет глубоководные озера с пологими берегами и с более или менее развитой прибрежной растительностью. В Красной книге Якутии отмечен как уязвимый вид. Пескулька – перелетный вид.
до конца прошлого столетия встречающиеся в Якутии на гнездовье в пределах всей северной тайги и субарктических тундрах. В Красной книге Якутии отмечен как уязвимый вид. Сибирский углозуб ведет скрытый образ жизни. Зимой впадает в спячку, которая продолжается 8 месяцев. Это земноводное имеет уникальную способность переносить многолетнее замораживание. В Красной книге Якутии отмечается как уязвимый вид. Друзья, вы познакомились с животным миром абыйского улуса. До следующего выпуска. Пока!